В этом году за звание ловкого, сильнейшего и храброго претендуют ребята из 23 команд из разных уголков нашей необъятной республики. На торжественном открытии фестиваля от имени Министерства образования республики слова поздравления выразил директор Центра развития физической культуры и спорта детей и молодежи Михаил Габышев. Он пожелал ребятам стать ярким примером для сверстников силы духа, неиссякаемого оптимизма и отличной учебы. Это региональный этап, республиканский. То есть до этого мы провели еще два этапа. Это школьный этап, где по возможности каждой школе проводились такие мероприятия, выявились сильнейшие из сильнейших. Потом улусный этап, улусный чемпионат. И кто выиграл, стал победителем в наших районах, пришли сегодня защищать честь своего района. Мы здесь выявим самую сильную девушку и самого сильного мальчика. Победители будут награждаться грантом главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева. Традиционно первый этап открыла визитка, где компетентное жюри оценило не только наличие национального костюма, но и ораторские способности участника. Во втором туре прошли соревнования по 5 национальным видам состязания. В третьем туре участники состязались в якутских настольных играх. В этом году много улусов и из промышленных районов тоже приехали, потому что эти игры Хаблык и Хамовска включены в программу игр Манчары. Поэтому нам очень отрадно отметить, что в республике эта игра уже развивается. Ученик 10 класса Эдуард Пирожков представляет Кангаласский район. По словам Эдуарда, национальными видами спорта он занимается уже 3-й год. Национальными играми спорта просто так тоже надо иметь, знать технику, силу тоже надо иметь. Республиканский фестиваль игр предков в этом году проводится уже 15-й раз. И отрадно, что с каждым годом количество участников команд увеличивается. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день.